С новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, я очень рада приветствовать вас в нашей теплой и уютной студии. На календаре сегодня 28 сентября, понедельник, и сегодня отмечается Всемирный день борьбы против бешенства, День работника атомной промышленности, День генерального директора и День рождения ломбарда. Забавным также показалось и то, что 28 сентября – это день добрососедства, день пирога с клубникой и день глупых вопросов. Друзья, не забывайте, наш WhatsApp номер всегда для вас открыт. Его номер 8 914 279 2262. Так что смело отправляйте на этот номер все свои вопросы, в том числе и самые глупые. Мы сегодня ответим на все ваши вопросы. Ну а сейчас давайте обратимся к синоптикам. Что же они обещают нам на 28 сентября? Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных улусах температура воздуха составила 7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8-10. В Заречье в 6 часов утра было плюс 10, плюс 7, а днем будет 13 градусов тепла. На юге в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 2, плюс 1. Днем ожидается 4-3 градуса со знаком плюс. В Вилюйской группе улусов в 6 часов утра плюс 4, плюс 1 градус, а днем ожидается 11-9 градусов тепла. В Нижнеленских улусах утром было плюс 5, плюс 1, а днем ожидается 9,6 градусов тепла. На западе 6-4 градуса тепла – это утренняя температура, а дневная 9-7. В Колымо-Дигирских улусах плюс 10, плюс 1 – это утренняя температура. И такой же перепад ожидается днем плюс 5, плюс 14. В Янских улусах плюс 3, плюс 2 – это утренняя температура, а днем ожидается 6-3 градуса. На северо-западе плюс 4, плюс 2 – это утренняя температура, а дневная плюс 5, плюс 1 градус. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 3 градуса, атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер западный 4,9 метров в секунду, и днем ожидается 10-12 градусов тепла. Ну что ж, температура нещадно сползает вниз по столбику термометра. Зима приближается, а тем временем рекорд самой низкой температуры в северном полушарии перешел от нас в Гренландию. Об этом сообщает портал новости ООН. Эксперты Всемирной метеорологической организации обнаружили, что в 1991 году на одной из автоматических метеостанций на острове столбики термометров опустились до минус 69,6 градуса. Ранее считалось, что рекордно низкая температура в северном полушарии была зарегистрирована у нас в Якутии, в районе города Верхоянск в 1892 году и селе Аймикон в 1933. Там температура опускалась до минус 67,8 градуса. А между тем, минувшим летом в июне в Верхоянске зарегистрировали рекордно высокую для этих мест температуру. Ртутные столбики поднялись до 38 градусов. Сейчас эксперты проводят дополнительные исследования и пытаются установить, является ли этот показатель действительно рекордным на территории за полярным кругом. Ну а самая холодная температура за всю историю метеонаблюдений была зафиксирована в южном полушарии. На метеостанции «Восток» в Антарктике в 1983 году температура там опустилась до минус 89,2 градуса. Конечно, после такой шокирующей информации многие якутяне посетовали, что в Гренландии, где зафиксировали холодную температуру, никто не живет, место необитаемое, в то время как в Верхоянске и в Аймиконе жизнь кипит. Любопытной показалась информация о том, что учеными названо растение, вымывающее из крови лишний сахар. Речь идет о синей кукурузе. Недавние исследования показали, что это растение обладает потенциалом защиты от множества опасных состояний, таких как сердечные заболевания и метаболический синдром. Синяя кукуруза выращивается в Мексике и на юго-западе США. Отмечается, что она слаще и грубее, чем другие сорта кукурузы, выращиваемые на муку.
Растение содержит большое количество железа и цинка. Антоцианы в ее составе обладают мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Кроме того, появилась информация, что ВЕГЭ в следующем году включит вопросы о поправках в Конституцию. В частности, эти задания будут внесены в экзамен по обществознанию. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на пресс-службу Рособорнадзора. В ведомстве уточнили, что разработчики контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по обществознанию сразу заявили о планах использовать в 2021 году для заданий обновленный текст Конституции. Вот такие интересные новости, а я спешу поделиться с вами не менее любопытной информацией. Так, 2 недели назад стартовал любопытный, интереснейший, уникальный автопробег из Питера в Мирный. И в этом путешествии участвует наш коллега, корреспондент телеканала «Якутия-24» Александр Хавренко. И сейчас Саша у нас на связи. Алло, Саша, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Рад вас видеть. Очень приятно видеть у вас в нашей студии. Скажи, сейчас, Саш, где ты находишься? Ну, мы уже практически проехали 98% нашего пути, и вчера мы приехали в город Усть-Кут на границе Иркутской области и Республики Саха-Якутия. Ага, сейчас в Якутске вот в 7 часов 11 минут. В Усть-Куте сколько времени? У нас всего час разницы, сейчас у нас 6 часов 11 минут. То есть несложно было просыпаться, да? Нет, вполне уже нормально. Мы уже привыкли к смене часовых поясов, иногда мы их меняли по 2 в день, так что нормально. Хорошо, скажи, пожалуйста, в чем цель вашего автопробега, в чем его фишка? Ну, во-первых, у нас автопробег уникальный, потому что мы едем, наши машины едут на природном газе. У нас все машины едут на метане. И первая наша задача – это показать, что из Санкт-Петербурга в Якутию реально доехать на метановом топливе, что везде есть заправки. Потом, естественно, мы должны показать, что это экологично и это очень экономично. И действительно экономично, потому что легковая машина где-то, мы посчитали, километр пробега на метане стоит рубль 10. Примерно вот так. Потому что и на бензине это раза в 3-4 дороже выходит. И вторая задача – это показать маршрут отпускника. То есть познакомить жителей республики с Россией, с Центральной Россией, с Уралом, Сибирью, с большими городами, с маленькими городами. Ну, чтобы люди понимали, что, в принципе, можно путешествовать на автомобиле и можно путешествовать на автомобиле по России. И это интересно. И Россия какая у нас большая, да, таким образом вы видите. Скажи, Саш, а напомни еще, на чем вы едете, сколько вас человек и сколько машин? Ну, изначально из Петербурга у нас выехало, значит, на метановом топливе 2 «Лады», «Лада Веста» и «Лада Ларгус». Потом в Уфе к нам присоединился автобус «Нефас», а во Владимире к нам присоединился сидельный тягач «Скания». Итого получается вот 4 машины. Но сейчас у нас, правда, «Лада Веста», она с нами доехала до Новокузнецка. Это был санкт-петербургский предприниматель, он доехал до Новокузнецка и уехал. Получается, сейчас у нас осталось 3 машины. Это «Лада Ларгус», сидельный тягач «Скания» и автобус «Нефас». Вот последние 2, вот «Нефас» и «Скания», они доезжают до Мирного и будут работать на предприятиях компании «Алроса». Скажи, как показал себя отечественный автопром в дороге, как себя ведет «Лада» в дороге? Не капризничает? Знаешь, удивительно, но нет. Особенно вот мы когда ехали Ну, понятно, что «Лада Ларгус», там, в принципе, думать о комфорте нельзя, потому что это рабочая лошадка, да, это машина, у которой сзади фургон, который грузится, то есть там, ну, об удобстве говорить нечего. А «Лада Веста», она приятно удивила своим довольно комфортным задним сиденьем. Я как пассажир ехал на заднем сиденье. В принципе, очень удобно. Никаких поломок у нас не было. Шин не спускали, масло у нас не текло. То есть все было отлично. И уважение к отечественному автопрому чуть-чуть, но поднялось. Рекомендуешь, словом, да? Скажи, пожалуйста, а каков ваш маршрут? Вы стартовали с Питера, и конечная точка у вас Мирный. Вот какие города были вот и есть в промежутке? Ой, у нас более 30 городов, но из таких самых значимых, да, я назову: Санкт-Петербург, Владимир, Ярославль, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Тольятти,
что у нас там еще было, Новосибирск, Челябинск, Кемерово, Хабаровск, Новокузнецк. Кемерово, Нау- Новокузнецк, да, то есть, ну, весь Урал, вся Сибирь фактически, вот мы уже проехали, впечатления, конечно, космические. Саш, я знаю, что в Инстаграме и других социальных сетях ты в каждом городе, в каждом месте проводишь мини-экскурсию. Скажи, а тебе самому лично, какой город, какое место больше понравилось? Ну, каждый город был по-своему хорош, каждый город был по-своему удивителен, но вот, например, для меня большое открытие – это город Плёс. Мы когда заехали в город Плёс, это очень маленький такой городок, но он весь дышит историей, там нет застройки крупной, там все дома старые, маленькие, приземистые, одноэтажные, там прекрасная торговая площадь. Ну, это фильм, это, вернее, город, в котором снимался, например, фильм «Жестокий романс». Вот там его снимали. Потом в этом городе 2 или 3 года подряд жил летом Левитан, и более 200 картин он там написал. Замечательный. Замечательный город Екатеринбург. Нам в Екатеринбурге очень сильно повезло. Мы приехали туда вечером. Ну, утром уже должны уезжать. Что-то надо посмотреть, что-то надо делать. И оказывается, в эту ночь, когда мы туда приехали, в Екатеринбурге проходила ночь музыки. И по всему городу на нескольких площадках выступали музыкальные коллективы разных направлений. И мы вот полночи по этим площадкам мотались. Было очень здорово. Хабаровск отличный город. Нижний Новгород вообще Потрясающе, фантастический. наверное. Да, удивительное, Да, удивительное путешествие у вас, Саша, получается. В Якутске когда вы будете, когда планируете? Буквально через несколько дней, наверное, уже, да? Вот у нас финиш нашего автопробега состоится 2 числа 2 в Мирном. октября. И буквально Да, на 2 следующий октября. день наверняка вы уже Да. будете в Якутске. Что ж, Да, огромное спасибо, 3 октября Александр. Я тут перешла с ты на вы, да? Увидимся теперь в стенах родной телекомпании. Всего доброго. Я напоминаю, что сейчас у нас на связи был Александр Хавренко, корреспондент телеканала Якутия-24. Друзья, я напоминаю, что наш WhatsApp номер радовали счастья в личной жизни. И подпись подруги Светлана, Екатерина, Акулина и Татьяна. Вот такое замечательное поздравление. Мы присоединяемся к этим пожеланиям. Ну и, друзья, не забывайте, что вы также можете отправить свое поздравление на наш WhatsApp номер, и я обязательно его прочту. А сейчас я предлагаю отправиться вместе с нами в Тампонский район, в поселок Хандыга, который с каждым годом все преображается. А с приходом осени строящиеся здания многопрофильных гимназий и многоквартирного дома на улице Магаданская украсили живописные муралы. Первая монументальная живопись появилась на фасаде новой гимназии. Здесь художники-оформители дизайн-группа «Айтал» отобразили особенности Тампонского района. Верхоянские горы, столб нулевого километра Магаданской трассы, река Алдан, самосвал и баржа с каменным углем, а также, конечно, символы наук. Тампонский район, поселок Хандыга, все равно с промышленностью уже связано. И вот, как вы видели, наверное, в мурале, там все показано. Концепция немножко поменялась, потому что по приезду мы съездили на природу, и увидев всю эту красоту, конечно, все это надо было запечатлеть. Еще один мурал на стене строящегося многоквартирного дома в поселке Хандыга нарисовали самозанятые художники строительной компании «Атлант». Этот эскиз из 9 представленных макетов выбрали жители района путем онлайн-голосования. Художники Константин Колесов, Степан Данилов и Самсон Атасыков буквально за 3 дня справились с работой. Красота здешних мест покоряет всех, кто хоть раз побывал в Тампонском районе, а теперь она запечатлена на фасадах зданий. Сами жители с большим одобрением относятся к такому современному преображению поселка. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. На календаре сегодня 28 сентября, понедельник, и начало недели для кого-то из нас будет непростым, а для кого-то рабочая неделя обернется счастливым и плодотворным периодом. А что по этому поводу говорят астрологи? Давайте узнаем гороскоп в программе «Новый день». Овен, на этой неделе вам придется потрудиться. На работе может быть больше забот, чем обычно. Телец, неделя беспокойная и порой напряженная, но очень плодотворная. Она подходит для того, чтобы браться за что-то новое. Близнецы, начало недели требует осторожности и благоразумия. Это определенно не то время, когда можно говорить или делать первое, что приходит в голову. Рак.
В начале недели может быть нелегко держать себя в руках. Вы более вспыльчивы, чем обычно. Разногласия могут возникать и на работе, и дома. Лев. Неделя не лишена трудностей, но вряд ли вы станете из-за них особенно беспокоиться. Эмоциональный фон благоприятен, настроение остается хорошим, даже если что-то идет не по плану. И Дева. Непростая неделя, даже для того, чтобы достичь скромных результатов, нужно очень постараться. Ну а что же ждет стрельцов, скорпионов и козерогов, мы узнаем через несколько мгновений. Сейчас я предлагаю поговорить немного о спорте. Как известно, коронавирус испортил планы многих спортсменов всего мира. Отменились чемпионаты, турниры, но, к счастью, наши спортсмены не унывают, они продолжают тренироваться и даже принимать участие в некоторых соревнованиях. И я сейчас говорю о наших, о якутских дзюдоистах. И с нами на связи тренер сборной Якутии по дзюдо Дамбиндорж Гаммадорж, который сейчас находится в Екатеринбурге. Доброе утро, Дамдин. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас видеть в нашей студии. Сейчас сколько времени в Екатеринбурге? Во сколько вам пришлось встать для нашего эфира? Сейчас время 3:22 утра. Ну, нам, в принципе, это, как сказать, как раз совпало, то, что мы вылетаем в Москву с утра пораньше. Поэтому, Поэтому для вас пока еще добрая ночь. Дамдин, вы сейчас находитесь в Екатеринбурге со сборной Якутии дзюдоистов. Скажите, почему именно Екатеринбург, почему Свердловская область? Ну, это, как сказать, в Екатеринбурге последние годы сильно развиваются все виды единоборств, в частности дзюдо, и здесь проходят очень большие соревнования международного уровня, большой шлем, планируется проведение Всемирного универсиады через 3 года. Вот, поэтому то, что они здесь сильно популяризуют дзюдо, из-за этого как такое ихний областной президент Федерации дзюдо Сергей Викторович Воробьев, и он проявил к нам интерес, и мы сами тут тоже, скажем, нуждались в условиях хороших тренировочных. Из-за этого вот такая вот, идея появилась перебраться, и планируем в ближайшие годы здесь базироваться и выступать параллельным зачетом за Свердловскую область и Республику Саха-Якутия. То есть вы, кроме тренировок, еще активно участвуете в соревнованиях. Скажите, а вообще как проходит тренировочный процесс? Ну, здесь сейчас у них вот как раз таки период пандемии, они закрывались полностью, да, там через карантин допуск получали, и тренировочный процесс шел непрерывно. Все время тренируемся, сбор идет планомерно. А как ребята показали, как наши ребята показали на областных соревнованиях? Есть ли медали? А здесь, да, у нас довольно-таки хорошее начало получилось, то, что 4 спортсменов выступали, это Моисеева, Ефимова, Синицына и Иудина, получается, и завоевали 3 золотых и 1 серебряную медаль. Правда, конечно, начало было соревнование тяжеловато, потому что долгое время отсутствовало соревнование, и ребята немножко так начали, немножко нервно, а постепенно потом адаптировались и справились с задачей. Здорово, молодцы. Дамдин, вы сказали, что сейчас у вас 3 часа ночи, но вы встали для того, чтобы отправиться в какой-то тур, да? Расскажите, куда отправляетесь, что за путешествие? У нас получается 2 ребят наших, это Алинка Надежда Татарченко и недвинская дзюдоистка Лихата Ольга. Они должны выступить на чемпионате Центрального федерального округа. Едем за путевкой на чемпионат России. Сегодня вылетаем, завтра уже первый день соревнований. Ну что ж, мы все, наверное, будем желать вам удачи, держать кулачки. Скажите, а какая сейчас обстановка по заболеваемости коронавирусом в Свердловской области? Смотрите, количество, то их, сравнивая с Якутией, звучит больше, да, 141 человек больных. Но если вообще всего смотреть, то население, конечно, почти 5 миллионов, поэтому здесь в 2 раза меньше, получается, больных на душу населения. Поэтому, стабильно, получается, под контролем. Вы носите маски? Как наши ребята чувствуют себя? Обязательно, конечно, соблюдаем все меры защиты. Когда вас ждать домой уже? Когда вы приедете? Я думаю, что у нас из-за того, что пандемия, да, все старты переносились, и сейчас столько
столько всего накопилось на конец года, поэтому вот у нас в ноябре чемпионат в Хабаровске пройдет, потом далее в Мурманске юниорское первенство России, и в Барнауле кадетское первенство России, это где-то в середине декабря, поэтому я думаю, что до этого времени будем находиться, чтобы вот, тем более не рисковать, да, этими разъездами по России, там, чтобы не было возможности заболеть, там, да, поэтому после всех турниров только вернемся. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашем утреннем эфире, за то, что вы так рано встали, чтобы повстречаться с нами, с нашими телезрителями. Мы желаем вам удачи, ну и ждем вас уже домой. Всего доброго. Я хочу напомнить, что у нас на связи был тренер сборной Якутии по дзюдо. Они сейчас с ребятами находятся в Екатеринбурге. Но мы продолжаем пытать астрологов. И теперь давайте узнаем, что ожидает на этой неделе наших телезрителей, родившихся под знаком Весы, Скорпион, Стрелец и оставшихся знаков. Итак, Весы. Неделя будет непростой, на полной возможности. Не бойтесь браться за что-то новое, импровизировать и экспериментировать. Скорпионы, сложно не нервничать в начале недели. В это время происходит много событий, которые на первый взгляд кажутся важными. Стрелец, важно не спешить с выводами. Информация, лежащая на поверхности, не всегда верна. Козерог. Начало недели – время, когда особенно важными становится реалистичный взгляд на вещи и объективная оценка собственных возможностей. Водолей. Легкая, благоприятная неделя, щедрая на вдохновляющие новости и интересные предложения. Рыбы. Большая часть недели будет довольно утомительной, забот куда больше, чем обычно. Но это часто заставляет понервничать. Вот такой прогноз астрологов. Если вы верите ему, то следуйте ему. А если же нет, то составляйте свою собственную программу. Через несколько мгновений в этой студии встречайте моих коллег Романа и Нергуяна. Я с вами прощаюсь. Evet olur o paramı. О, где я Дроболом. Драба.